Да. Это Скруч Макдак татарский. И начинается, у меня холодильник как будто в своей жизни живет там. Какие-то звуки издает, прям страшно, я тебе говорю. Из одной киновселенной все вот они. Марвел, да? Татарвел. Вот, короче, Уряк — это человек, который умер не своей смертью. Но если он тебе попадется, можно сказать одно волшебное слово, это бисмилля. Как его зовут? Как бы ты его назвал? Тем круче для вас. Потом крылья у вас появляются. Я тебе говорю. Достар, барыңызға сәлемдер, добро пожаловать на канал Аль-Бай. Аль-Байға рахмет етіңіз. Сегодня у меня в гостях мой любимый, и надеюсь, ваш тоже любимый, Роман Ибатуллин. Дорогие друзья, всем привет. Снова съемки, снова подкаст. И опять на неизвестную мне тему. Это прям пугающе опять. Я надеюсь, что сегодня уроки татарского языка у нас точно не будут проходить. Ты прав, сегодня уроков татарского языка не будет, но будет кое-что интересное. И подогревая к этому, хочу тебя... Подогревая к этому что-то. Мне кажется, там вообще будет что-то, да? Нет, на самом деле сегодня очень даже, мне кажется, миролюбимая тема. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты сказки? Ну, сказочников много в наше время. Я тебе говорю, сказочники, они везде. В общем, в детстве сказки, да, я любил. Мультики любил. Ну, и сейчас мультики люблю. Могу дома посмотреть. Да, мне 35 лет, я Роман, смотрю мультики, бывает периодически, как бы я так не скрываю. Сейчас же мы же выросли в пиксаровских мультфильмах. Да, я помню. Я с сыном дома смотрю мультфильмы. Ну, ты с сыном дома смотришь мультфильмы, а я взрослый мужик, ложусь дома и смотрю мультфильмы, бывает. Нормально. Хорошо. Скажи мне, какие твои любимые персонажи из сказок? Иван Дурачок. Иван Дурачок, хорошо. Потом это, Три богатыря. О, мощно, Три богатыря. Кощей Бессмертный. О, ну это вообще легенда. Вообще. Старик, который золотую рыбку из овода вытянул. Я не Сказка про это, золотую рыбку, да. Про золотую рыбку. Отлично. Конек-горбунек. О, Тоже прикольный, да. Ну, время уж прошло максимально большое, уже сколько, считай. Капец, лет 20, даже больше. И где-то 30 лет, как мы сказки уже не смотрим. Сегодня мы с тобой заодно и вспомним. Я думаю, ты узнаешь для себя новых героев, новых персонажей. Сегодня мы поговорим про татарские мифы, про татарских персонажей из сказок и легенд. Дуслар. Дуслар, куда я попал, да? Татарстан, я люблю тебя. Я готов. Хорошо, какие, может быть, ты кого-то уже знаешь из татарских сказок? Чак-Чак-мен. Чак-Чак-Мен. Слушай, я не знаю, честно, не из сказки. Это какой-то супергерой, как будто бы, да? Какие способности у Чак-Чак-Мена? Делать прибыль предпринимателям. Кстати, Чак-Чак-Мен, который умножает свой капитал. Да. Людской. Можно, кстати, его сказку снять или мультик. Только что придумал новую концепцию для будущих татарстанских фильмов. Да, кстати. А что ты хотел? Суперспособность приумножать свой капитал. Ну, конечно. Всё. Можно Элешмен. Элешмен. Хорошо. Ну, не, Чак-Чак-Мен Лучше. был покруче. Да? Конечно. Хорошо. Начнем, друзья мои. Твоя задача здесь посмотреть на этого персонажа. Попробовать отгадать его имя. Как его зовут. И Это сказка. это сказка. Это кто вообще художник? Кто рисовал? Ну, такой стиль. Кстати, это самый прям мой любимый еще. Это самый крутой персонаж, на самом деле. Он для меня прям конфетка. Как его зовут? Как бы ты его назвал? Учитывая татарские твои сейчас знания. Ну, я не знаю, не Леша, а как он? Клен? да. Клен Леший? Он леший, да, Ну, но зовут его по-другому. Похож. А Леший? Леший. А Леший. Олежка. А как его зовут? Его зовут вот так вот. Прочитай. Шурале. Шурале, да. Шурале. Шурале, это как переводится? Леший? Шурале в целом обозначает то, что он леший, и живет он в лесу, да, понятное дело. Его, как ты думаешь, какая у него задача? Напугать всех, не пускать никого в свои вот эти вот владения лесные. Его задача, чтобы люди, когда приходят в гости в лес, они уважали эту территорию. Не портили вообще. И не портили. Соответственно, если кто-то себя ведет не так, как положено, он Их наказывает. пугает. И самая его любимая игра –
это поиграть в коты-коты, то есть щекотилку. Да, коты-коты щекотить будет. Мне уже коты-коты становятся, блядь. Шурале. Ну ладно, и что дальше? Если ты его увидишь в лесу, он с тобой будет играть и проверять тебя на смекалку. То есть, если ты попал в лес и увидел его, обычно нужно как бы обхитрить его. То есть, кто хитрее. Идем дальше. Здесь я хочу сделать небольшую ремарку. Я знаю, что то, что ты его не угадаешь, как его зовут. Его зовут Белтер. И это не совсем сказочный персонаж, но он из сказки герой. Балтер? Белтер. Былтер. Да. Угу. Вот. Это, в принципе, тот человек, который победил Шурале в сказке Габдул-Тукая. Есть такой у нас поэт, великий татарский. Короче, его зовут Белтер. И он обманул в лесу Шурале. Проявил хитрость как раз-таки, поэтому, в принципе, он хорошо и отделался. Но самое главное, когда ты встречаешь Шурале, нельзя говорить свое имя. Почему? Потому что они, так скажем, к нему потом подойдет его братва и спросит, что с тобой случилось, кто это, скажи им его имя, мы его найдем. И он ему говорит своим друзьям, он говорит, его зовут Белтер. А Белтер на татарский язык переводится как в прошлом году. Да, то есть этот Белтер его обманул, не назвав свое настоящее имя. Соответственно, эти друзья Шурале не могли никого найти. И сказали, ну, раз это было в прошлом году, то как бы отдыхай дальше. Да, такой татарский персонаж, крутой, классный. Его, можно сказать, даже то, что он батыр, можно сказать, потому что обманул. Так, идем дальше. Как зовут вот эту принцессу? Шуралешка какая-нибудь. Шуралешка. Ну, Шуралешка. Они... Ну, это водяная, да, наверное, какая-нибудь? Да. Тут где-то написано, что ли? Нет. Да. Ну, водяная, да. Водяная, но видно же она вся зеленая. Да. Ну и все, и водяной в женском Они облике. из одной киновселенной. Все вот они. Марвел, да? Татарвел. Татарвел. Как думаешь, как его могли назвать? Я не знаю даже вообще. Ну, водяная. Хорошо, давай, не будем тебя мучить. Его зовут Суанаса. Суанаса, да. Су, Да это... простят меня все татары и вся республика Татарстан за мой татарский. Ну я реально... Су это вода, анаса это... Ананас. Ананас. Су ананаса. Су анаса это мать воды. Су анаса. Дословный перевод. В принципе, водяная хороший перевод. Но еще перевод как русалка его. Ее. Все, я понял. Сейчас я всем девчонкам буду говорить, ты сунасе. Ну, им не понравится, если ты скажешь, что они суанаса. Да? Да. Ладно, суну ананасы. Все. Потому что в одной сказке ее показали не в совсем хорошем ключе, поэтому. Но, в принципе, у нее какая задача? Она тоже охраняет подводный мир для того, чтобы люди, так скажем, с водой ничего плохого не делали. Я понял. Родники, вот эти реки, озера, это ее хозяйство, ее места. Ну, я говорю, Татарвал сегодня. Марвел, Татарвал. Татарвал, да. О, ну это ты сразу угадаешь. Ханбаты какой-нибудь. Ханбаты. Нет, он очень маленького роста. Гномик, что ли? Да, это типа гномика, ну, чуть-чуть. Домовой. Домовой, все правильно, все правильно. Йорт и ясе. Йогурт и ярсе. И это дом, и я это Йог как и бы ярсе. сущность, которая живет там. Как еще раз? И. Нет, полностью. И ясе. И ясе. Да, и Ой, ясе. сложно как. И ясе. И ясе, да. Но, в принципе, они все добрые, и ясе особенно, в принципе, как и домовой. Ну, да, только я не знаю, почему-то у всех разные мнения по поводу домового. Кто-то его прикармливает дома, там печенье с молоком кладет. А что еще? Кто-то не прикармливает. Посторонние звуки. Вот у меня дома, короче, бывают такие моменты. Посторонние звуки. Просто соседи это. Нет, я тебе реально говорю. Вот, короче, вот сижу я дома на выходном весь день, да? Никого ничего не трогаю. Решил отдохнуть, ложусь, выключаю все, ну, тишину ловлю. Одеваю эту маску на лицо, короче, темную. Сплю. Четко. Тишина. Ночью ложусь в 2 часа ночи, 1:30, в час. И начинается, у меня холодильник как будто в своей жизни живет там. Какие-то звуки издает, прям страшно, я тебе говорю. И я думаю, чем? Надо, походу, печенье купить сегодня с молоком, с татарским молоком сделать прям. Кстати, да, который еще, ну, максимально жирный. Ну, слушай, ну, может быть, татарский домовой чак-чак любит? Я думаю, сладости все любят. Ну, блин, ты мне скажи, что ему надо сделать. В целом, ты все правильно сказал, молоко и чак-чак отлично будет. Чак-чак не уходит из моей жизни, отвечаю. Нет, никак не уйдет. Смотри, обычно, ну, по легенде, по преданиям, он любит шуметь там, где, так скажем, ну, не убирались. Ну, вот я понял, что ты убираешься, либо ты его не кормил, вот он такой кормил, раздражительный походу. ходит. Значит, надо покормить Корми, свой. тем более, говоришь, из холодильника шел звук. Это прям прямой намек. Холодильник полный. Что он там? Поесть не может? Идем дальше. Ё-моё, это что за такая женщина суровая? Ну, она, кстати, такая, да, прям суровая. Да. Это Скруч Макдак татарский.
Деньги, видишь? Да. Ну, деньги, в принципе, все любят. Ну, это Скрудж Мак. Короче, это она отвечает за сохранность денег, то есть это банковский сотрудник. В принципе, ты в чем-то и прав. Бешура все. Бичура. Бичура у меня нормально. Просто бичура и все, да, без лишних слов. Хорошо. Какие у него есть способности? Во-первых, она живет за печкой обычно. Либо в чердаке, либо в погребе, либо в бане. Ну, он туда бабки просто ныкает и все. Те лишние финансы, которые оставил, ты не убрал куда-то, они уходят. Да, он туда. себе забирает, да. Да. Поэтому очень важно дома убираться. И если есть дома есть ссора, по преданиям, он появляется, она начинает там жить, бичура. Если там дом постоянно ссорится, соответственно, как бы, значит, что-то дома не так. А вот бичура, она буквально метр, ну, вот такая маленькая считается ростом. Буквально метр. Как поддых даст и все. Ну, она, кстати, да, она кирпичом еще кидается. Кирпичом ей может пинка дать, если что там скажет. Смотри, мы дома побывали, в бане побывали, в погребе побывали. Где мы еще не были? Представь, что в деревне живешь? В сарае. Да. Властелин коней, короче. Угу. Ну, это отвечает за Абзар Ясы. Угу. Правильно сказал? Ты прям все лучше и лучше. Просто надо было вначале тебе чуть-чуть дать, как это правильно читается, и все, подхватываешь на лету. Чай просто Чай. хороший. Он отвечает за порядок, наверное, в конюшне, в сарае. Хлеб, да, он там следит за порядком. Что было чисто? Чистота. Если там, соответственно, не чисто, он начинает шуметь, может появиться в формате там кошки, собаки пробежать. Есть еще одна фишка, которая мне очень нравится у него. Бережет лошадей. Он прям их любит, охраняет, ценит. Если какое-то животное ему не понравится, то все. Значит, надо его убрать. Башка. Да. Кирдык. Да, кирдык башка. Я понял, все. Идем дальше. Я думаю, здесь даже без подсказок, здесь все само за себя говорит. Я же говорю, властелин колец татарский. Ну, кстати, да. Ну, это дракон какой-нибудь. Да, дракон. Только мы, татары, его называем... Аждаха. Ой, вау! Вау! Чего? Мне надо самому такому произношению научиться еще. Аждаха. Ты все правильно сказал? Аждаха. Мы называем его Аждаха, но обрати внимание на герб Казани. Что там нарисован? Да, дракон. Да, обычно говорят дракон. Это Зеланд. Ну, сбоку он нарисован, правильно? Да. Герб. Ну, я понял. Типа дракон там. Да. Аждаха. Зеланд еще называют его у нас. Угу. То есть, вообще я копался, кстати, очень интересный момент. Дракон слово что означает? Оказывается, во всем мире распространился благодаря грекам. Это древнегреческое слово «драко». Угу. Помнишь? Гарри Поттер, там был Драко Малфой. Гарри Поттер не смотрел. Не смотрел? Он Нет. из рода змей. Допустим. Да. И, короче, вот это слово «аждаха» это не татарское слово, это персидское слово. Слово «ош», оказывается, тоже означает змей. И я понял, что, в принципе, в мире все драконы — это змеи, крылатые змеи. То есть это просто как бы вид змей. Еще есть один интересный факт про змей. Змей живет 100 лет. После того, как он прожил 100 лет, он превращается в аждаха, то есть с крыльями становится. И чем он больше проживает жизнь, то он сильнее становится. То есть нет такого, что змей состарился и ослаб. Он, наоборот, только усиливается. Поняли, да, некоторые личности. Чем старше змея, тем круче для вас. Потом крылья у вас появляются. Я тебе говорю. Будете летать по дому. Да. Аждаха, мы тебя любим. Вообще безумно. Так, идем дальше. Ну, кстати, это уже такой персонаж. Я бы сказал, даже чуть-чуть. Здесь нарисовано. Человек-невидимка. Человек-невидимка. Ну, подскажу, ладно, хорошо, здесь сложнее. Рек. Урюк. Нет, Рек. Вот у меня вопрос. Да. Какого года выпуска эта сказка? Это опыт тюркского народа, то есть который накапливался веками. Кто-то написал сказку, кто-то продолжил. Каюм Насыри изучал, Абдулла Тукай написал сказки. Потом все это идет с древних времен. То есть это прям такие древние мировоззрения людей. Потом все это превратилось в сказки, и все так вот разошлось. Писатель, получается, Габдулла Тукай, правильно? Габдулла. Один из тех, кто популяризировал особенно персонажа Шураля. То есть он написал сказки, она всем понравилась, разлетелась. Прям, ну, интересно он это сделал. Вот, короче, Урек — это человек, который умер не своей смертью. Он, соответственно, появляется на этой земле, около дорог, в местах, где он умер, и он как бы намекает на людей, то, что... Тут ставка. Битва экстрасенсов. Да. Найдите Урек. В целом он типа а-ля намекает на то, что
Друзья мои, за меня помолитесь, и я уйду, не буду вас тревожить. Ну, короче, его душа до сих пор не может уйти в мир иной, потому что его что-то тревожит. Я понял? Ну, потому что он не упокоен, да, по-моему, говорится? Да. Ох, ну, кстати, продолжая ту ветку, ну, сейчас надо быть очень аккуратным быть. Соответственно, кого здесь мы видим? Ой, я много кого здесь вижу. Я много кого вспоминаю. Да нет, шучу, честно. Ну, У нас тема сказок все еще. ну типа, гадюка. Угу. Ну, в принципе, да. Ну, здесь, наверное, нарисован, в принципе, хорошо. Ее зовут Юха. Юха. Это, в принципе, аналог «Игры престолов» смотрел? Там же был Ой, нет, это тоже не смотрел. Я прям... Дайнерис бурерожденная. Но это уже наши. Отечественные. Татарстанская, татарская, тюркская. Это вот отсюда взяли, походу. Кстати, возвращаясь к тому, что вот змеи живут 100 лет, потом превращаются в драконов, аждаха. Когда змеи наступает 1000 лет, знаешь, кого он превращается? В бабушку. Нет, не бабушку. Вот Юху. В Юху? Да. А самый интересный момент еще, когда вот Юхе уже исполнилось 1000 лет, она постоянно должна пить воду, чтобы жить дальше, потому что вода помогает ей поддерживать ее молодость. И еще есть один момент, кстати. В спортзале знаешь, сколько это таких спьют воду, чтобы поддерживать молодость? Да не запускай, это в Инстаграм вот этот. Купил у меня урок, челлендж, да, я пью воду каждый день. Походу сохраняет молодость. Самое интересное дальше-то. Чего? Она должна выйти замуж за татарин, чтобы обеспечить свою молодость тем самым. И она подпитывается энергией этого молодого человека, ну или там старшего, так скажем. Но есть один момент, и ее можно обнаружить, у нее нет пупка. А если операция на пуп была, и пупка нету? Значит, надо быть аккуратным со своей женщиной. Надо сразу в мечеть бежать. Слава богу, я холостой, все нормально, никаких у меня там пупков, ничего нет. Хорошо, это все легенды, это все сказки. Здесь я боюсь, что рисунок, да, не совсем передает человека, но, в принципе, можно догадаться, я думаю. Ну, я понимаю, это, короче, царь-бог леса, хранитель сундука. Что в сундуке, там непонятно. С виду он злой дядька, перекачанный. Только он живет обычно не в лесу, а в пещерах. Зовут его Дью. Дью. Дью Перье называют его. Дью. Он аналог... Дью — это персидское слово. На татарском, наверное, будет подать вариант больше как олуп. Олп — это как переводится как великан. Но если он тебе попадется, можно сказать одно волшебное слово, это бисмилля. По легенде он очень боится этого слова и сразу прячется. Самое интересное, что вот все они всегда проверяют тебя в сказках на смекалку, на хитрость. То есть их можно всегда перехитрить. Они якобы такие чуть наивные в сказках почему-то. Их можно всегда вот обмануть. Вот такие вот дела. Это, так скажем, определенная часть только персонажей из сказок. Их еще очень много. Но я должен, наверное, сказать ремарку. Здесь все рисовала нейросеть. Вот эти две картинки я взял настоящих, да, это прям настоящий художник, рисовали очень-очень давно. Это самые популярные рисунки, но у других персонажей просто не было, я сам их отрисовал через нейронку, поэтому здесь, возможно, нейронка чуть даже ошиблась. Еще лучше знаешь про татарскую мифологию, какие у нас есть сказки. Как ты думаешь, вот, например, почему вообще нужно знать их? Зачем я тебе это все рассказал? Ты мне, наверное, почему это все рассказал все? Для того, чтобы я знал обычаи, наверное, домашнего быта, чтобы все было чисто, чтобы там это, не это. Чтобы я как потихоньку углублялся в культуру, да. Ты все правильно рассказал, кстати, касаемо, почему я тебе решил познакомить тебя с этой мифологией. Это, опять-таки, любовь к природе, то, что его нужно уважать, беречь, и даже не только природу, а свой дом. Не ссориться, убираться дома, убираться у себя там в абзаре, то есть на улице, чтобы было все чисто. Вот это все это учит чистоте, порядку, любви и дружбе, короче, между природой и самим собой. И как раз-таки через сказки, детям же проще рассказать через сказку, чем там будешь философствовать. Ну да. Вот это такой некий хитрый способ, как детей можно прививать любовь именно к природе. А не Спанч Боба смотреть. Я просто в детстве, когда в садик меня будили, мне на видике, кто не знает, что такое видик, загуглите. Я потом у Джерри просыпался, одевался, собирался. Садик это детская пора, она прям помнится в голове вообще. Прям, в детстве сказки запоминаются, мультики запоминаются, а сейчас
Вот сейчас какой мультик посмотреть можно? Я даже не знаю. Фильм даже посмотреть никакой. Вообще нечего смотреть. Реально. Вот как раз таки, чтобы было поинтереснее смотреть, чтобы не на чужих персонажах росли, а вот на своих, поскольку они тоже есть, на своих примерах и лучше воспитывается, и более понятнее, потому что просто ближе по своей культуре они к нам, чем нежели там вот Зевс, ну, боги Зевс там. Вот даже возьми «Золотая рыбка», да? Тоже же там было в том, то, что не надо гнаться за богатством. Да, да. Надо жить простым человеком. Да. И по сей день это прямо у нас в голове. Друзья, на этом мы завершаем наш выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто что для себя узнал нового. Возможно, некоторые вещи мы не дорассказали, да? Какие есть определенные нюансы у этих мифологических существ. Пожалуйста, в комментариях добавьте. Все, мне все понравилось, очень круто, познавательно. Честно сказать, я не ожидал такого подкаста на тему именно вот сказок. Я ожидал что-то более там взрослого. Кстати, совсем скоро выйдет наш и следующий подкаст, поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал Альбай. Пишите комментарии, ставьте лайки, отправьте это видео своим друзьям. Обязательно будьте с нами и Всем пока! шалу вас! 뜬다 와 그다 큰